20 вопросов по различным направлениям работы комиссии были рассмотрены в ходе заседания. И прежде всего обсуждены вопросы предоставления текущей финансовой помощи Российской Федерацией и Республике Абхазия. На данный момент в рамках соглашений российских ведомств с абхазской стороной также финансируются мероприятия по 3 направлениям – Министерства труда, МВД и Минздрава. По соглашениям 2018 года Российская Федерация выполнила все обязательства, подчеркнул заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Что касается остатков средств, то по решению комиссии при возникновении остатков они будут направлены на финансирование расходов в 2019 году на те же цели с соблюдением условий их расходования. Всего на реализацию инвестпрограммы на 2017-2019 годы предусмотрено 5 миллиардов 467 миллионов рублей. Наши стратегические задачи остаются неизменными, это ускорение сотрудничества с Абхазией, налаживание более тесных экономических, культурных связей. И это самое главное, и для этого способствует вся нормативная база, и договор о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи между нашими государствами. Сегодня мы в ходе заседания рассмотрим 7 вопросов, и по многим вопросам мы сейчас еще раз обсуждали их. Это прежде всего вопросы предоставления текущей финансовой помощи Российской Федерации и Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития. Я хотел бы отметить, что Российская Федерация со своей стороны все обязательства по этому соглашению 2018 года выполнила. И надеюсь, сейчас в ходе обсуждения это будет еще раз подтверждено. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба рассказал членам комиссии об итогах работы 2018 года и намеченных планах на 2019 год. Все вопросы по этим проблемам с Южным Кавказом мы за все этот год обговаривали, серьезных споров у нас нет, идет работа. Конечно, есть отставания, есть где-то, наверное, ошибки, стараемся по ходу их исправлять. Я надеюсь, и в дальнейшем на наше благотворное сотрудничество. Мы начали работать и с Минстроем России, в части проектирования, экспертизы наших проектов. Я думаю, что это тоже будет способствовать улучшению нашей деятельности совместной. И самое главное, я хочу вам сказать, что я и мои коллеги, наша цель одна – это главное эффективное использование средств, которые выделяет Россия в помощь Республике Абхазия. За счет перераспределения лимитов бюджетных ассигнований на оказание финансовой помощи в 2018 году бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в 2019 году увеличатся на 360 миллионов рублей. В ходе заседания также были обсуждены и утверждены подходы к формированию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы. До 15 февраля 2019 года абхазская сторона совместно с Минкавказом России должна разработать проект новой инвестпрограммы. Ее формирование будет нацелено на устранение инфраструктурных ограничений для социально-экономического развития республики, в том числе на развитие реального сектора экономики, привлечение частных инвестиций. Совместно Роспотребнадзором до 15 февраля будет проработано и предложение по перечню мероприятий для обеспечения в 2019 году санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Абхазия и объемом средств финансовой помощи. Кроме того, в срок до 15 февраля комиссия должна проработать вопрос пролонгирования соглашения о софинансировании повышения заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Прирост финансовой помощи для реализации указанного соглашения в 2019 году составит 110 миллионов рублей. В целях восстановления ликвидности Банка Абхазии и остатков средств финансовой помощи на счетах Банка Абхазии по решению комиссии из федерального бюджета России до конца текущего года будет перечислено 500 миллионов рублей. В завершение пленарного заседания сопредседателями межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией Валерием Бганба и Виталием Мутко был подписан протокол. Итоги совместной работы, предыдущий год, 2018 год, уходящий. В целом, конечно, определили подходы к нашей работе 2020-2022 год. Прежде всего, мы договорились, что это будет поддержка, направленная на инвестиционные проекты, связанные с инвестициями, в основном, скажем, в развитие экономики,
усиление экономического, значит, потенциала республики, это создание производств, предприятий, поддержки бизнеса, инвестиционных проектов, а также, конечно, для снятия тех ограничений, которые есть, инфраструктурных, прежде всего, связанных с системами инженерными, транспортными системами. Вот на это будет направлена наша инвестиционная программа. Очередное 18-е заседание комиссии состоится в первом квартале 2019 года в городе Сухум.